Brooklyn, we back. Ghetto, fab. Like that, I got on, I got on. Like that, I got on, I got on. Like that, I got on, I got on. From the blocks to the trees, we be like this. From the blocks to the P's, we be like this. From the cop to the squeeze, keep it like this. Ghetto, FAB, keep it like this. Всем отличного настроения и крепкого здоровья. Дыхание Нового года ощущается все заметнее, а уходящий непростой 2022 оставляет нам палитру разных эмоций. Если отбросить всю геополитику и сосредоточиться на тувинском спорте, то у нас тут полный порядок. Обзор на минувшую неделю в программе «Спорт» прямо сейчас. Поехали! Начну с чемпионских новостей. Московский полицейский родом из Тувы Саян Хертек завоевал первую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по самбо, который проходил в Бишкеке, Киргизия. В финальном поединке весовой категории до 58 килограммов Хертек одолел Айдунбая Каюрберди из Казахстана со счетом 5-4. Российская команда выступала на турнире в нейтральном статусе под флагом и с гимном Международной федерации самбо, а сам Саян Хертек стал двукратным чемпионом мира. На прошлой неделе в Ханты-Мансийске проходил международный турнир по ММА Кубок Содружества уже 8-й раз и успел стать альтернативой чемпионатов мира и Европы. Гостем турнира был Федор Емельяненко, великий спортсмен, боец ММА, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса бокс-дзюдо. А с этого года в турнире впервые выступали женщины, среди которых тувинская спортсменка Алча Мангуш. Преодолев всех своих оппоненток, Алча вышла в финал против Ольги Ладгодной из Омской области. Поединок дошел до 3-го раунда и закончился техническим нокаутом, а Алча стала первой чемпионкой мира из Тувы по смешанным единоборствам. Большое историческое событие для тувинского ММА и еще один шаг в сторону мировых арен. Поздравляем нашу землячку с заслуженным поясом. В прошлую субботу на базе 16-й школы Кызыла в микрорайоне «Спутник» состоялись соревнования по мини-футболу среди всех столичных школ. Организаторы проводят игры с целью привлечения школьников к регулярным занятиям физической культурой, сформировать здоровый образ жизни, также к играм привлекая детей, состоящих на различных учетах. Играют в мини-футбол и девочки в смешанных командах. Таким образом, в спорте все равны, нет гендерных и социальных границ, считает в оргкомитете турнира. Сегодняшнее наше мероприятие – это по плану ГМО учителей, педагогов мужчин города Кызыла под руководством педагогов мужчин и наставников. Это традиционная ежегодная игра проходит в целях активации обучающихся, привлечения их к здоровому образу жизни. На поле играли ребята 7-8 классов. Возраст, когда вчерашние младшеклассники взрослеют и становятся мужественными и сильными. В соревнованиях было много эмоциональных моментов. Я хотел сказать про эти соревнования. Они были для меня ужасными, потому что судьи не засчитали фейковый гол. Там не было гола, но, кажется, судьи подкупные. Мне этот турнир вообще не нравится. Это самый ужасный турнир, в котором я участвовал в своей карьере. А как можно добиться правды, как думаешь? Правду уже никак не добиться, потому что судьям плевать. Они уже засчитали гол, мы играли против 12 школы. Там мяч зашел через сетку, сетка была дырявая, и судьи засчитали этот гол. В спорте споры – обычное явление. Для кого-то победа важнее участия, а для других участие и эмоции на первом месте. Мы, участники 5-й гимназии, пришли в 16-ю школу на мини-футбол. Мы очень благодарны нашим организаторам. Вместе с нами пришли наши учителя. Мне все равно с кем играть, потому что зависит от самого человека, как играть. Не трудно, если научиться играть и девочкам, и мальчикам. Олег, разрешите, я хочу добавить, чтобы мы не отдалились от темы.
Я хочу назвать имя одного спортсмена, за которого будет болеть целый регион. Весь регион будет за него болеть. Как вы думаете, кто? Это представитель Республики Тыва Антон Салчак. Вот так глава Республики Калмыкия Бату Хасиков прокомментировал предстоящий бой Антона Салчака с Кириллом Воробьевым, который пройдет 18 ноября в Москве в спортивном комплексе ЦСКА-Арена в рамках турнира по профессиональному кикбоксингу ФКР Про-1. Пожелаем многократному чемпиону мира и Европы победы в предстоящем бою. Следите за новостями. В спортивном зале ХРЛ прошло первенство Республики Тыва по самбо среди юношей и девушек, посвященное Всероссийскому дню самбо. Поединки юных самбистов на коврах были захватывающими и напряженными до последней схватки. Победители и призеры первенства, тренеры чемпионов награждены грамотами и медалями Министерства спорта России, а также сертификатами от Федерации самбо Республики. С 28 ноября по 2 декабря состоится первенство республики по баскетболу среди юношей и девушек 14-16 лет сборных команд муниципальных образований. Само первенство проводится в 3 этапа, 2 из которых, предварительный и отборочный, на местах уже провели. Таким образом, в столицу съедутся лучшие игроки, где сыграют матчи в спортшколе СУБД. Любителям баскетбола и рэп-культуры быть. Там же 27 ноября пройдет открытый турнир по мини-футболу среди женских команд, посвященный Дню матери. С каждой команды по 10 человек, возраст участниц от 17 лет. Минспорт Тувы сообщает, что набор команд участников проводится до 25 ноября. Есть время у дам сколотить команду и устроить тренировки. Телефон для справок 30030. 19 ноября в Кызыле состоится открытый турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти спортсмена-активиста, видеографа, блогера Надыла Арсена, известного как Арсен Каноби. Прямую трансляцию турнира будет вещать продакшн-компания «Ава Медиа». С 22 по 24 ноября в УСК СУБД пройдет открытый региональный турнир среди вольников с общим призовым фондом 600 тысяч отечественных. Турнир будет посвящен светлой памяти мастера спорта СССР Виктора Карасал. Участвуют юноши 13-14 лет. Очередная урожайная в плане наград неделя заканчивается, а мы вам желаем выбирать всегда светлую сторону, где есть место силе, чести и благородству. Автор программы «Спорт РС Мангуш», монтаж Айден Кулар. Услышимся.